Прошедший 2017 год был объявлен в России годом экологии, а в нашей республике он еще и был посвящен особо охраняемым природным территориям. Поэтому основная работа Башкирского регионального отделения Русского географического общества была направлена на решение экологических проблем и создание новых и развитие имеющихся в Башкортостане природных парков. Один из таких – природный парк Зелим, включающий одну из самых протяженных пещер Южного Урала – Киндерлинскую. В Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан прошли общественные слушания, участники которых единогласно проголосовали за организацию природного парка. Летом башкирское отделение РГО финансировало многодневный экологический спелеолагерь по очистке и топографическим исследованиям пещерной системы Киндерлинская. Благодаря последним Киндерлинская пещера стала самой протяженной на Урале. Еще одна знаковая акция – посадка в Демском районе Уфы кедровой рощи. На окраине микрорайона в зеленой зоне общественность города, школьники, студенты по инициативе Русского географического общества высадили 280 саженцев сибирского кедра, который за свой счет привез из Ханты-Мансийска наш земляк и меценат Митхат Хасанов. Продолжается работа по проекту «Аскынская ледяная пещера». Наконец-то, после установки защитных экранов на входе в пещеру, температура в ней стала стабильной. Рядом с входом установлены туалеты и беседки. Актуальной в свете последних событий стала активная деятельность Русского географического общества по созданию в Уфе на территории санатория «Зеленая роща» медовой деревни. Мало того, в качестве эксперимента были установлены 2 колоды в лесной зоне санатория, и был даже собран первый урожай липового меда. К моменту проведения апимондии медовая деревня в столице станет местом паломничества туристов. Продолжается активная работа по созданию в Уфе гавани для яхт и маломерных судов. Под эгидой Русского географического общества за отчетный период прошло много конкурсов. Был организован массовый выезд участников республиканского фотоконкурса «Живая природа Башкортостана» на территорию природного парка Мурадымовское ущелье. Для фотографов-любителей были проведены мастер-классы. По итогам фотоконкурса, в котором приняли участие более 50 профессиональных фотохудожников и фотографов-любителей, в Уфе в санатории «Зеленая роща» открылась фотовыставка, а победители конкурса были награждены денежными премиями. Впервые в истории Башкортостана стартовал в прошлом году конкурс «Уральский барс», посвященный столетию со дня образования республики. Более 100 участников проекта из разных регионов и городов России совершили восхождение на 7 вершин Южного Урала высотой 1000 метров и более. Все они были отмечены памятными жетонами 7 вершин и удостоверениями к ним. В этом году стартует второй этап конкурса «Уральский барс». Еще один новый проект – «Башкирская кругосветка». Пока памятные доски установлены на стеллах северной крайней точки Башкортостана в Янаульском районе и западной крайней точки в Бакалинском районе. В этом году они появятся на юге, востоке и в центральной точке республики. Большое участие региональное отделение приняло в работе по созданию на территории Салаватского района геопарка под эгидой ЮНЕСКО. Активное участие члены Русского географического общества приняли в написании международного географического диктанта. В республике было создано более 200 площадок, которые во время диктанта посетили тысячи жителей. Реализуются международные проекты. На территории Краснокамского района было установлено точное место падения французского самолета, совершавшего беспосадочный полет из Парижа в Токио в 30-х годах прошлого столетия. На месте падения в сентябре этого года планируется установить мемориальный знак совместно с французской стороной. Широкий общественный резонанс получила экспедиция спелеоподводников в пещеру Сакаска на территории Национального парка Башкирия, которую финансировало Русское географическое общество. Пещерные дайверы увеличили исследованную часть пещерной системы еще на 250 метров. Обнаружили ранее неизвестных подводных обитателей пещеры, рачков-крандониксов. В феврале планируется продолжение исследований. Летом на территории Бирского района прошел второй республиканский слет учителей географии. Это мероприятие было отмечено на федеральном уровне как одно из самых массовых, проводимых в регионах России. Делегация башкирского отделения РГО приняла активное участие в 3-м фестивале Русского географического общества «Народы России» в Москве. Башкирская юрта, установленная в Центральном доме художника, привлекла всеобщее внимание, а президент Русского географического общества Сергей Шойгу отметил высокую организацию работы башкирского отделения. Также работа регионального отделения получила высокую оценку на заседании попечительского совета. В планах регионального отделения дальнейшая работа по максимальному охвату и вовлечению жителей республики в дела Русского географического общества по природоохранной деятельности, экологическому просвещению и популяризации географических знаний.